Эндээс хүн монголчууд бас л Улсын албаны улсын Москва хотод үргэлжлэн ажиллаж байна. Одоо ингээд нэг сайхан айлд ирсэн байна. Светлана Петровна Джамиль. Федотова. Можно и Джамаль. Когда говорят Джамаль, знают, что второго уже нет человека, который бы... Где Джамаль, там и я. Светлана Петровна Джамаль. Джамаль будем говорить, да. Ну, почему не Джамаль, а Петровна? Ну, по отцу. По отцу. По отцу говорят отчество. У вас же, когда вот замуж выходит? Нет, он дал, когда мы вместе познакомились, он дал мне, ну, как сказать, как бы я вошла в новую веру, да, и он дал мне новое имя, отчество и фамилия. Это мой псевдоним, но я никому не говорю, вот, знал только он и я. А для, как сказать, ну, сохранения наших вот каких-то отношений, потому что мы познакомились в то время, когда было очень трудное время, были атеистические взгляды, и мы решили так, что ну, Восток с Востоком, а Запад с Западом. Я ставила также имя, отчество и фамилия, ну, по своей, как сказать. В общем, наша передача сегодня находится дома у Джамаля, дома у Светланы. Петровны, да. Светланы Петровны. Очень богатой квартире московской, очень богатой. Своим таким уютом, своим таким миром. Мне так даже на нюх, ну, на все. Все очень сильно давит. Я не знаю, выдержу ли этот интервью с вами. Но я выдерживаю. Вы жена знаменитого художника Джамаля. Почему я у вас дома? Потому что Джамаль монгол, я так считаю. Быть гражданином Монголии и не нарисовать ни одной картины, это получается миллионом. Столько оставить после себя монгольского не каждому удается. А значит, Джамалю, который оставил после себя столько монгольского, это больше монгол, чем любой другой монгол. Поэтому я у монгольской семьи, у жены монгола Джамиля. Вот так я, с таким пониманием, подходом я к вам приехал. Приехал немножко подготовившись. Вчера мы были, видели работы Джамиля. Вчера мы показывали всем монголам его работы. Тогда весь монгольский, это социальная сеть бурлила, кто такой Джамиль, откуда он появился. И это должен быть обязательно монгол, иначе другой человек так не нарисует. Наверное, он был в другой жизни монголом и так далее. Вот очень много дискуссий, потому что все его работы были монгольские. Во-первых. Во-вторых, в некоторых картинах виделось, что он все-таки был монгол извне. Он видел то, чего мы, монголы, просто не замечаем. Мы, монголы, считаем, это всегда так никому не интересно, а он замечал того, чего все монголы не заметили бы, он оставил. Поэтому он, с одной стороны, наш монгол, с другой стороны, он смотрел с другой стороны нас и замечал того, что мы не замечали. И все-таки моя мечта исполнилась, я встречаюсь с вами. Здравствуйте. Я очень рад с вами познакомиться, быть в гостях у вас. Прежде чем нам начать говорить о Джамале, давайте мы с вами познакомимся. Вы откуда родом? Кто вы? Ну, я родилась в Москве, вот, и очень любила рисовать. У меня в семье так же, как у него, никто не рисовал.
Я закончила училище в Москве, вот, и Художественное. поступала в текстильный институт. Мгм. В текстильный институт я поступала несколько раз, поступила на 3-й год. И не знала, что это свою судьбу я и встречу в этом текстильном институте. Он у нас вел живопись, был деканом вечернего факультета, вот, был куратором группы нашей. И вот он обратил на меня внимание. Учитель заметил Потому что я была студентку. талантливая такая, у меня была такая активность, и он говорил, что вот ты, когда пишешь и делаешь работу, у меня такое впечатление, как будто это я делаю. Он пригласил к мастерской работать к себе. И вот первый раз, когда я увидела эти картины, у него мастерская, у него двухэтажная мастерская была на Садовом кольце, сейчас земляной вал, дом 46-48. Это замечательная мастерская, которая ходатайствовал Константин Симонов, он был тоже член общества друзей Монголии. Писатель И Симонов. да, вот. И когда он ездил в Монголию, очень много привез картин. Мгм. И он ходатайствовал, чтобы ему предоставили такую мастерскую. Вот в эту мастерскую я, попав, я познакомилась с этой страной, с его картинами. И когда он мне показал маленький эскизик, сказал, ну вот ты можешь это повторить? Я говорю, вот я бы сделала не так. Мгм. Ну, он купил краски, гуашь такую большую, да. Я была очень эмоциональная, мне тогда было 20 лет. Вот, и я мало что еще понимала, вот. А он, видно, наперед увидел что-то во мне и понял, что тоже, наверное, это наша судьба. И сказал, давай забудем все, что было, и начнем как бы жизнь новую. И у нас вот это как бы вот, ну как сказать, вот это время, да, оно как будто 1 час был вот за 30 лет. Мы были все время в творчестве, вот в таком как бы движении, как в его картинах, лошади, да, вот как бы между прошлым, настоящим, будущим. Он видел все наперед. И много, может, я сразу не понимала. И вот эта тема Монголия, она вот для меня открылась очень интересно. Я очень благодарна судьбе, что попала к нему в мастерскую. И это для меня была награда. Я увидела, что это настоящий художник. Мгм. Вот. И судьба так сложилась моя, что мы не разлучались 30 лет до конца его вот, дней. То есть я А, приняла его смерть, проводила, и большая была цель — это сохранение его картин. Потому что понимала, насколько они ценные. При жизни мы делали много выставок, и это было главное в его жизни. Это страна, в которую он часто ездил, в Монголию. И просто, вот, я не знаю, изучал, и как-то вот писал все время, и продолжал, и всем рассказывал. И поэтому вот эту страну вашу я благодаря ему понимаю. вы Монголию полностью знаете. Нет, я так в Монголии не была. Но По картины, его работы... рассказам, да, по его рассказам я знала о людях, с которыми он сталкивался, с портретами, он мне много рассказывал. Я записывала кассеты, которые сохранились с его голосом. Вот его речь, потому что он очень красиво рассказывал о картинах, и я понимала, что вот я не смогу так рассказать, как он. Я ставила диктофон и записывала его все рассказы о художниках, о встречах, о Гоби, где очень красивые он встречал миражи, там людей, и говорил, что вот человек без лошади — это как птица без крыльев. То есть вот такие описания он делал, именно наблюдая за людьми Я и картинами. вчера видел десятки его работ. Сегодня я вижу уже, не знаю, сотни, тысячи его работ, говорящих о Монголии. Ну, Столько да. рассказанного его творчеством. Мне кажется, если ты видел каждую работу, еще плюс его рассказы, ты знаешь, полностью знаешь о Монголии. Мне так кажется. Хотя вот вначале он рассказывал, когда его в Монголию направили, тогда еще, ну, трудно было за границу Это поехать. какой год? Это были 60-е годы, его направили в Монголию, и он говорил, что я сначала не понял эту страну, для Мгм. меня она была такая необычная, мало что такого было, ну, вроде пустыня, да, люди в юртах, тогда еще только начиналось Ну, строительство, какая-то да, чужбина, да? цивилизация, да. Мгм.
Вот, и он не понял сразу, что преподавать, вот, потом там язык был, да, уже другой обычай, да, и вера другая. Вот, ну, вот он рассказывал, что когда вот ему студент один сказал: вы не знаете Монголию, но когда вы придете в юрту и вы ее узнаете, он пригласил к себе в гости. И вот он пришел к нему в юрту и говорит: когда я сидел, вот что-то произошло. Он стал слышать, он что-то стал видеть по-другому. Вот это ж какое-то прозрение произошло, и вот с этого момента он и по-другому увидел эту страну. Стал монголом. Да, саму Монголию. И Хорошо, постоянно давай работал. вернемся обратно. Хорошо, профессор, учитель Жамил вас увидел, пригласил. Вы когда его увидели? Раньше или через несколько лет? Нет, я его увидела как раз вот в 80-е годы. Ну, вот этот период жизни монгольский, когда он был, я еще не общалась с ним. Я могу только со слов рассказывать тот период, который он прожил в своей жизни. Я взяла другую часть его жизни, да, уже как ученица, и его вот это направление декоративное, которое, ну, он рассказывал, что он в Монголии сложился как художник, потому что до этого он закончил Суриковский институт, да, он преподавал в архитектурном Строгановке, там такое реалистическое было направление. И сами монголы, которые приезжали к нам в Москву, они тоже проходили эту школу реалистическую. А вот он, когда приехал в Монголию, ему понравилось декоративное вот такое движение, декоративное, вот это то, что у вас яркие цвета, контрастные, вот такой размах большой. Может, от того, что он человек восточный, ему тоже это было близко, и лошади, и такая экзотика. Вот. И он стал работать смело вот на нескольких мольбертах, вот так вот. Материала не было никакого, поэтому в основном работа сделана темперой и на арголите. Тяжелый материал, но это был дешевый. Вот. И вот он создал очень большую серию работ. Но, видно, так вот в Монголии он полюбил, что вот это путешествие по пустыне Гоби в 1967 году, пути Рериха, который вот он тоже почитал как художника замечательного, да, он проделал вот у вас это путешествие. Он И проехался по тем местам, где и Рерих. Да, даже художники не все выдержали это испытание. Он сохранил дневник по дням. Вот Чоксон с ним тоже художник монгольский, потому что он стал членом общества Монголии художников. Вот. Вот эта серия работы я иногда рассматриваю, думаю, это же у него сколько было интереса к этой стране, да, вот к этим местам, к этим людям, к вашим вот, монгольским, что он вот всем рассказывал. И он очень большую серию создал работ, и благодаря тому, что он преподавал, он не продавал в основном эти работы, покупали в музее, да. Он очень ценил и берег эти работы. Поэтому вот эту энергетику, которую вы видите в этих работах, и она вам передается по сегодняшний день, это тоже не случайно. Это не случайно. Для меня каждое, что связано с Монголией, придает тепло. Я это чувствую. Я вот когда даже вот езжу по странам другим, по другим цивилизациям, я с собой всегда беру монгольскую табуретку. И на чужбине мне не фотографируется. А когда я поставлю вот эту монгольскую табуретку, я уже могу снимать. Вот такой я человек. И когда я увидел работу Джамаля здесь, в Москве, сразу у меня вот внутри вот мой стульчик, можно сказать, да? Да. Давайте вот опять же вернемся назад. Вы художница сама. Да, я его ученица, я благодарна, что вот он мне в жизни встретился. Во-первых, потому что в тот момент я потеряла отца, вот, и он мне заменил как бы такое, ну, знаете, вот мужское начало, то есть он мне был и учителем, и другом, и братом, ну, в общем, все в одном человеке. Я никогда не думала, что так может вот судьбе получиться, что он настолько будет дорог, что его уход
Он как бы оказал, ну, как бессмертный, он дал мне силы такие, что меня просто вот так наполнил, и я стала постепенно заниматься его картинами. Я думаю, что если бы у меня не было этой силы, которую он мне не оставил бы, вряд ли что-то получилось. И Насколько он сильный человек? м? Насколько он сильный человек? Сильный? Мгм. Ну, и физически он был сильный, он был очень смелый человек. Да. Во-первых, он ничего не боялся, и меня тоже этому научил, никогда не жаловаться. Вот, то есть я разучила, надо все преодолевать, надо, что один поле воина, что ты можешь все сделать, ты там тоже такая вот, типа А вот талиба, ты все пройдешь. Если ты несешь красоту в мир, правду, и бескорыстным путем ты всегда найдешь себе и зрителей, и поддержку. И я думаю, что это свыше мне помогает. И то, что я сохранила эти работы до сегодняшнего дня, а 9 лет назад он ушел из жизни, для меня это большая награда. Вот что вы говорите, что большой интерес в Монголии у зрителей. Я считаю, что это резонанс для такой вас сильный был. подарок, что он не ушел. Он не ушел, потому что поколение приходит новое. Педагогов многих нет уже в наших вузах, вот где я даже училась. Мы уже сами уже в такой возраст входим. Вот. И картины, они, видите, они такие смотрятся свежие, яркие, да, и они современные. Да, Вот, очень современный. да, вот он видел как бы наперед. Художник, вообще талантливый человек, гениальный, он видит на 10, на 20 лет больше, чем мы, когда живем в это время. И он это сам понимал, наверное, чувствовал, вот, потому что говорил, что некоторые картины он создавал, когда утром ему снились какие-то видения, картины, он рисовал, записывал стихи к ним, вот, и было такое у него вот Я вас интерес. хотел спросить, вот, остаться художницей рядом с таким сильным человеком, с таким творческим человеком, очень трудно. Вы знаете, вначале мне было трудно. Ну, как всегда, молодые, они хотят перспективы, чтобы их знали. Ну, вот я так сначала вроде себя и повела. Ему это было не нравилось, потому что он такой был человек сильный и хотел, ну, как сказать, себе иметь такого помощника, который был смиренный, выполнительный. Два творческих человека всегда это такая сила еще Да. прибавляется. Может, от того, что он был знак огонь, и я вода, и немножечко такая, ну, как бы немножечко порыв ему мешало. Вот. Но потом, вот я говорю, что я тоже человек непростой, мне свыше иногда голоса, ответы даются. И я пошла, значит, думаю, почему вот я рисую, а мне ничего не получается, потому что, ну, видно, я еще не ценила то, что мне судьба дала. И мне было ниспослано слово «неблагодарное». Вот здесь я вдруг поняла, что это моя судьба. И все, что я хочу, это не то в жизни. И спустя много лет, я сейчас, когда вот с этими картинами, и понимаю, что, видно, это и является мне наградой в жизни после ухода, хотя я считаю, он не ушел, вот, я понимаю, что такое судьба, что такое предопределение, что это значит, ты должна в жизни что-то сделать больше, чем то, что ты хочешь для себя. Вот это я столкнулась именно с В ним. ваших работах можно увидеть Джемаля? Нет, вот Вы знаете, совсем другая. это другая тема. Во-первых, он, когда рисовал вот в Монголии портреты, он еще, ну, я говорю, что были другие взгляды, другая идеология, да, вот он тему Чингисхана, сокровенное сказание монгол, когда был запрет на тему, он был такой смелый человек, много иллюстраций осталось. Вот, и он очень боялся даже мой портрет писать. Да, и ни одной фотографии нет, где мы вместе сфотографировались, потому что он был очень суеверным человеком, где-то так подсознательно. Вот. И вот последняя его работа – это мой портрет, и он ушел из жизни. То есть он был очень суеверный, да, он 2 года не писал, он говорил, что не надо. А вот написал портрет, который никому не показываю, и он ушел из жизни. У меня вопрос был вот в вашей работе, стиль работы его. Мой стиль? Его? В ваших работах, в
чувствуется его влияние, его стиль. Да, да, потому что, вы знаете, вот творчество это такое дело, что Очень какой-то сильное происходит такое. перелом. Во-первых, во мне его школа. Вот. Сейчас я познакомилась с его некоторыми учениками, которые лет 20 назад закончили, да, помогаю тоже им делать выставки. Вот. Они не забывают его, тоже ценят. Но это не связано с Монголией, это скорее с его школой живописи, вот, где он считал себя основателем декоративной живописи. И говорю, что это послужило именно страна Монголия, где он так активно смог себя проявить в твоем творчестве. А текстильный институт у нас в Москве, он как раз связан был с текстилем, с направлением декоративным, яркими, и он нас вот учил писать чистыми цветами. И сделал свой цветовой круг, потому что, когда я увидела его картины, я сказала, что они все исходят от ярких цветов: красный, желтый, синий. А вот этот замес, который идет вот в картине, он идет от этих основных цветов. И мы вот стали работать над его книгой, которая явилась итогом его творчества. Это «Анатомия цвета». Потом он дисциплину «Цвет в костюме» вел тоже, где он тоже вот на таких вы видели. Я Да, встречался с его студентами, да, я видел их работы, да, не поленился, уже съездил. да. А даже у одного взял интервью. Как? Я хотел услышать не только от вас, но и от других, от Джемаля. И вот в работах студентов я сразу заметил, что да, их учитель Джамиль. Его, и через этих студентов, через их работы, он до сих пор рядом с нами. Вот у меня вопрос. Когда ты рисуешь, другие тебя не говорят, что ты рисуешь как Джамиль или... Ну, я не только художник, я и педагог. Ага. Вот, поэтому я всегда ему говорила, когда еще при жизни, что когда я... Во-первых, он нас научил методике, как за 1 час можно сделать работу. И своих учеников я тоже этому научила, как можно за 1 час сделать одну работу, выявляя индивидуальность. Вот эта школа, она выявляет индивидуальность художника. Это иной подход. Это не то, что реализм. Реализм — это что вижу, то рисую. А здесь мышление. То есть ты рисуешь, пишешь, и ты размышляешь, да, вот размышляешь, композиция, цвет, движение. И у всех получается разная работа. Поэтому то, что я работаю чистыми цветами, заставляю своих учеников тоже активными чистыми цветами, это, конечно, его как бы основа заложена в наших знаниях. Вот. И поэтому, конечно, я продолжаю его работу. Я просто поняла. Извините. А насколько он был дружен с монголами? На 100%. На 100%. Приходили к вам друзья, он говорил о своих друзьях. Здесь, по Москве, здесь в Москве тоже много монголов. Вы знаете, вот, например, он меня привел вот, в общество друзей Монголии, но меня все видели, но никто не знал, да. И вот эти поездки его, он все время ездил, путешествовал, рассказывал о художниках, с которыми он встречался в Монголии. Это вот для меня раскрывалась как раз ваша страна. Он был хорошим рассказчиком, и мне не обязательно было туда ехать, смотреть. Он мне показывал фотографии, он мне показывал зарисовки, вот портреты людей. И когда он ушел, вот даже я иду на концерт, монголы выступают там, да, допустим, я вижу его глазами вас, вот его глазами, такие добрые глаза, такие хорошие, как бы сказать, гостеприимные люди, всегда готовы идти навстречу, вот, независимо какой национальности человека, где он живет. И это вот, поэтому у меня любовь к вашей стране и к вашим людям, он тоже как бы вот открыл. Когда монголы вчера начали дискутировать над работами Джемаля в социальной сети монгольской, и там несколько упоминаний о нем было. Вот. Он много ездил по Монголии, он очень долго был здесь, очень много его учеников здесь учатся. Он был личным другом Цитымбала. Да, у меня вот осталось его письмо, даже вот я сохранила. Видите, например, благодарность, которую вот Цитымбал, он в 60, какой там, 9-й год, да, посмотрите. Это благодарность, которую я всем показываю за... Он подарил... 29 октября 1969 года. Да. Дорогой товарищ
Джаид Джемаль. Я получил ваш чудесный подарок, картину «Навстречу солнцу», переданную мне через товарища Ржанова Б.С. Выражая свое восхищение вашим талантом, я приношу вам мою сердечную благодарность за этот замечательный дар, в котором воплощена наша любовь. Да? Мне сказали люди, что там пишут, они были очень тесные друзья. Это так? Ну, я думаю, да. Я не была в то время с Не ним, в то но его очень много печатали в журналах, в газетах и Монгольских. в монгольских. Да, вот некоторые выдержки я сохранила и делаю ксерокопию. Вот здесь Мгм. вот это его статья «Путешествие по глобе», вот тоже. Мгм. Вот, то есть очень много журналов. Вот смотрите, например, в Азербайджане он делал Да. выставки там по Монголии. Вот этот дневник, который он сохранил, вот видите, по глобе путешествия, я говорила, да? Мгм. Вот, это его вот друг, тоже монгольский художник. То есть он О! всегда, да, вы его знаете. Да. Вот, видите. Они гостили у вас здесь, в Москве? Да, видите, вот в Монголии, Гоби, август 67-й, путевые записи Джемаля. И целый месяц он по дням описывает отъезд вот в Гоби, путешествие, и что они видели. Поэтому вот эти рассказы, его записи, они давали мне полную картину о Монголии, о его Очень путешествии. аккуратно писал. Да. Да? Потом карта его сохранилась. Карта Вот, сохранилась, карта да? сохранилась большая, ее, конечно, надо ламинировать. Это я увидела, когда мы переводили работы по Сале. И там полностью по годам путешествие по вашей стране, когда, да. Мгм. Поэтому он очень много, он считал себя народным художником Монголии, потому что, да, он просто А чувствовал Монголия то, ему что... ничего не дала? Ну, Монголия его тогда наградила, да, там многими медалями, вот. Но не народным. Но народного не дали, да. Только заслуженный здесь вот художник, так как он много делал выставки. И все спрашивали, А Россия почему что ему дала? заслуженного Заслуженного художника. И художника. спрашивали, почему вот он только Монголию пишет. Все спрашивали, вот, ну, там, Россия. А вот он почему-то вот все время Монголию, видите, вот фотографии такие Да. интересные тоже, да, вот. Мгм. Вот, это вот в газете, когда он был в 6-м году у вас в Монголии, делал вот выставку, в ваших новостях печатали. Мгм. Да, интересно. Ну, объем работ большой. Мне очень трудно все вам показать, но просто вот Вот во всем этим богатством, во всем этом богатстве вы живете. и что. Нельзя ли открыться монголам хотя бы? Думаю, как бы вот, когда будет поддержка, чтобы обратили на меня внимание, и мы сделали или галерею, или какой-то спонсор, который помог бы оформить эти работы. Мы же спасали, видите, мы вынимали из рам. У меня бы здесь ничего не вместилось. Без рам. Всё. Конечно, видите, вот, например, черные верблюды, это просто бумага. Вот, рамы, они портятся, вот, у некоторых Вообще с рамами сохранилось. не поместился бы здесь. Да, и это удивительно, что я просто получила эту квартиру как раз вот когда он ушел из жизни. Только у него была антресоль, и если была бы антресоль, эти все картины можно было поднять. Примерно квадратных метров столько было, вот 56 где-то. Вот, только картины стояли на 2-м этаже. Ну, это моя цель. Вот для картин любое место найти в квартире, только бы их спасти. Потому что я считаю, ну, это вот мне нужно спасти, да. Разные в жизни были и ситуации, и болезни, допустим, да, когда ты уже мог уйти из жизни, а потом вдруг раз давались новые силы, и ты понимаешь, для чего ты остаешься на этой земле, да. Вот на выставке последний раз современные художники я делала тоже Мира Джай Джемаля. Это было 6 декабря в том году. Мне вот не хотелось идти, ну как по-человечески, думаю, воскресенье. И вдруг вот так под локти мне кто-то говорит, иди. То
То есть вот все время не я собой руковожу, а как бы картины, какие-то силы, чтобы вот, то есть, ну, что-то надо делать. Вот что-то надо делать, чтобы это наследство, я думаю, ну, я не считаю его своим, я считаю, это он оставил для нас, Э, а для вас тем более это Я очень так ценно. понял, что если монголы сами захотят увидеть Да, и возьмут для этого организацию, я не знаю, вот это, вы будете не только рады. да, это моя цель. Это моя цель — сохранить все картины. Потому что когда мы вывозили, ну, коллекционеры, там еще, можно было раздать вот так вот эту вот коллекцию, и всю ее. Но я знаю, что он же не случайно ее сохранил. Не случайно до нас дошли эти работы. Почему? А, Потому что я видела, как они ценные, как он ценные ему были. И он всегда поэтому преподавал. Он считал, что искусство — это удовольствие в жизни, а зарабатывать деньги нужно какую-то еще иметь профессию. И вот он преподавал, и на это, да, он Мне содержал. очень нравится. А вот здесь она стоит, Да. работа, да. Если бы я вот это все вам показала, вы бы еще больше удивились. Просто в школе самые большие картины, они у меня здесь бы не вместились. Вот, вы видели это. Я Да. рада, что вы туда приехали. Потому что, видите, тоже, ну, как сказать, рекламы у нас мало. Все, что я могу, как сказать, я сама рисую, продаю свои работы, преподаю, и на это делаю его выставки. То есть я являюсь спонсором его выставок. И я вот чувствую, что он благодарен тому, что я это делаю. Когда я делаю что-то свое, у меня как-то не получается. А вот опять вхожу в его тему, Монголия, и как-то появляетесь вы, вот, помощники, отдача какая-то есть. И я чувствую, он рад. Он рад, что действительно, знаете, вот кому достается наследство, это дело непростое. Это очень непростое дело. Я сама поняла, столкнулась с Вот этой это проблемой. написал Да, это монгол. статьи, да, Гуа. Это назвали Гуа. Кто Да. назвал? Это назвали его вот там Монголы. монголы. Видите, Да. вот статьи здесь как раз вот Джемаль Джемаль Гуай. Гуай. Ага, Вот да. они его назвали, когда вот он, да, да. Вот, поэтому, в общем, я думаю, эта тема, то, что сейчас она такая актуальная, во-первых, это и международные такие вот тоже отношения, потому что он был человек такой творческий. Вот такие проблемы страны, там какие-то проблемы там между людьми, это другое. Искусство, оно свободно. И он себя чувствовал таким свободным человеком, вот именно в искусстве, я имею в виду, да. И вот я по жизни помогала освобождать от таких бытовых проблем, от бытовых. И понимала, что маленькое какое-то время, и только чтобы он рисовал. Вот рисовал, преподавал, и думаю, что это правильно, потому что я всегда готовилась к его уходу и знала, что для меня это будет большая потеря. Вот. Но потом поняла, что если я осталась, я должна что-то в этой жизни сделать. Вот. И картины, я считаю, то, что они хорошо сохранились, я своими руками стараюсь их держать на уровне, чтобы они не рассыпались, чтобы тема эта не уходила, Монголия. Вы вместе прожили больше 30 лет. Да, сначала я была в его мастерской лет 10, вот так. Там не было никаких условий, там, ну, разные темы были с моей стороны, с его стороны. Мы поняли, что мы только можем себя сохранить в этом мире, никому не рассказывая, ничего не показывая. И так получилось. Вы Да. преподаете сколько лет уже? Ну, сейчас я уже так на пенсии, да, и Но все равно востребованы, наверное. да, и все равно, вы знаете, вот я рада, что я как-то вот, ну, по жизни все время и преподаю, и делаю выставки. Независимо сейчас, официально, неофициально. Сейчас очень большой выход, во-первых, можно и негосударственные делать, да, когда имеешь средства, ты можешь позволить и в YouTube, видите, выйти. Тем более Москва очень культурная столица. Да, здесь много, Очень культурный город. большой выбор, много людей приезжает в Москву. И вот то, что вы ко мне сегодня пришли, для меня это тоже подарок.
то, что вы говорите о нем такие хорошие слова, и что не зря спасаете работу, вы видите в них то зерно, которое было заложено в начале, когда он приехал в нашу страну. Для меня это тоже, потому что я тоже очень чувствую, что они дороги и должны сохраниться, как многие вот картины великих художников. Я печатаю статьи, вот журнал «Дельфис», да, я напечатала «Всадник высоких долин» в 2014 году о нем. Очень хорошая статья. Благодаря тоже кассетам, которые записывала его речь, он мне помог написать эту статью. У нас в Монголии очень много людей, которые ценят вот такую красоту, вот такое творчество. Это же душа ваша. Я обязательно встречусь с ними. Вот министр иностранных дел Монголии очень такой вот человек. Обязательно скажу, что есть такое место, есть такая вот Светлана Петровна, что вот хочет этого. Есть очень много людей, которые имеют возможность организовать выставки по Монголии. Есть очень много людей, которые могут выставить это, чтобы... Вот я с одним с вами согласен. Коллекция должна быть... Да. Он не представлял выставку с одной картиной. Да. Вот он так вот, видно, творчески работает. Вот бывает, художник выставляет много картин. И одинаковый. Одинаковый колорит, одинаковая позиция. А вот он, чем больше выставляет работ, тем больше хочется смотреть. Да, да. Хорошо, я очень надеюсь. Вот, смотрите, какая красивая. Да. А как он вкомпоновал, посмотрите. Да, я очень надеюсь и даже уверен, что мы сегодня провели первую встречу. И в скором будущем будет вторая, и третья, и четвертая. Я очень надеюсь, что не только я и не только вы узнаете работы Джемаля, но и все монголы будут знать и предаваться поколениями эти знания. Спасибо за беседу. Спасибо, что вы так трепетно относитесь к его работам, о нашей истории, о наших монголах. Мы, монголы, все будем с вами. И скоро наверняка вы прилетите в солнечную Монголию с работами Джамиля. Спасибо. Тем более некоторые работы в вашем музее есть, в Улан-Баторском. Вот, директор Улан-Батор приезжал тоже, вот, там говорила, что он приезжал, видел картины, оценил, да, и, вероятно, может быть, некоторые работы дойдут в музей вашей страны. Вот, не надо некоторые, пусть коллекция будет целиком. Да, не поэтому я говорю, я хотела вот типа галереи, какой-то вот, где, ну, кто-то будет содействовать тому, чтобы эти все работы в одном месте где-то показать. Будет директор там, будут люди, которые именно вот чувствуют вашу страну, может быть, это будут монголы, я не знаю. Но я это только поняла, что вот именно все работы, они как вот друзья друг другу, видите, периодами разными, да, есть большие работы в рулонах, их надо натягивать, смотреть, портреты, видите, какие большие, это все большое. Я думаю, что вот вы обратите на это внимание, то, что я сделала вот такой подвиг, и для себя самой не знаю об этом, что я такая сильная по жизни, да, потому что когда попадаешь в такие сложные ситуации, вдруг ты становишься сильнее. Вот это для меня сама открылась. И я думаю, что мы с ним вместе все равно до сих пор. Он не ушел, он мне помогает. Вот, мы обязательно вот как-то донесем до ваших зрителей и ценителей, и жизнь его, и творчество, и, как сказать, вашему поколению тоже, которые будут учиться и помнить вот знания учителей. И я думаю, это вот, ну, почти один из таких художников, вот я не знаю, конечно, монгольских так близко, который так полюбил вашу страну. Вот настолько полюбил, что он даже здесь жил, вот все время именно вашей страной. Спасибо большое. И вам спасибо.